Всем привет! Меня зовут Михаил, и сегодня я расскажу вам о книге Ренсома Риггса «Библиотека душ. Нет выхода из дома странных детей». Вот эта книга, и она является третьей частью приключений Джейкоба Портмана и его друзей. Начнем с цитаты. Сегодня она у нас короткая. «У нас есть время». Среди моей бесперспективной, бессмысленной жизни книги Ренсома Риггса стали для меня настоящим глотком свежего воздуха. Особенно это, конечно, касается самой первой книги, являющейся, несомненно, ярчайшей жемчужиной. И вот однажды, зайдя в книжный магазин, я обнаружил на полках третью часть приключений странных детей. Итак, временные петли разрушены. Мир странных людей находится в опасности. Джейкоб Портман и Эмма Блум, а также говорящий пес Эдисон оказываются в современном Лондоне, окруженные врагами. Благодаря чутью собаки им удается напасть на след похищенных им Брин и воспитанников мисс Сапсан. Но этот путь ведет на самое социальное дно, дьявольский акр, где зло сплело свое гнездо. По пути туда им предстоит познакомиться с таинственным Хароном, а позднее услышать легенду о Абатоне, мифическом городе, где в библиотеке хранятся души странных людей. Чтобы спасти друзей и помешать злодею Каулу, им предстоит рискнуть своими жизнями. Но, как и прежде, любовь двух главных героев, освещаемая огнем, поможет им пройти сквозь все испытания. Третья книга читается на том же одном дыхании, что и предыдущие. К тому же в ней снова возвращается та таинственная неизвестность, которая сопровождала нас добрую половину первого произведения. Никогда точно не ясно, что произойдет на следующей странице. Дар Джейкоба здесь приобретает более четкие формы. К концу книга превращается в какой-то зубодробительный комикс, но это, на мой взгляд, не так уж и плохо. Ну и, естественно, сохранилась потрясающая романтическая линия. А вообще, я подумал, что Риггсу тремя книгами удалось коснуться тех струн моей души, которые, как мне казалось, давно уже заржавели, будто во мне еще остались осколки того старого меня. И хочется пожелать вам быть странными. И закончить эту запись я бы хотел своей песней, которая называется «Я как в сказке стою на распутье дорог». Как в сказке стою на распутье дорог, а мне сирен поет про тревожную даль, но я знаю, что путь лишь бессмысленный срок, да и прошлого мне абсолютно не жаль. Вновь летят календарные числа листвой, и гармонии мира нарушен процесс, отступает зима под воинственный вой. Ведь закончилось время холодных принцесс, и мне кажется, сил, чтобы плыть, уже нет. Отболела душа и почти умерла. Видно, кто-то на лбу написал, сколько лет нам осталось терпеть, чтоб дождаться тепла. Вновь летят календарные числа листвой, и гармонии мира нарушен процесс, отступает зима под воинственный вой. Ведь закончилось время холодных принцесс. Всем спасибо, пока.